أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Многие люди жалуются. Мое состояние сейчас не такое, какое было, когда я начал придерживаться ислама. Моя смиренность и страх в намазе уменьшились. Я стал меньше читать Коран. Сейчас он на меня не оказывает такое впечатление, какое было раньше. Все изменилось. Я стал легче относиться к некоторым грехам и прегрешениям. Я перестал сожалеть о содеянном, если я совершил грех. Некоторые грехи для меня стали маленькими, даже если на самом деле они большие. Айбада, поклонение на меня перестало оказывать большое влияние. Я слышу молитву, но опаздываю на нее. Я слышу азан и не отвечаю на него. Я стал просыпать молитву, и при пробуждении это меня не волнует. Что происходит? Все это проявление одной вещи, которая называется слабость имана. Если иман ослабнет, все это и происходит. Человек помолился, и как будто он не молился, читает Коран и не испытывает страха, постится, и не получает никакого удовольствия от поста, не встает на намаз ночью, не молится витр, не совершает намаз духа, не делает зикр, не говорит субханаллах, альхамдулля, Аллаху акбар. И все это проявление ослабления имана. Где решение? Многие люди меня спросили, что нам делать? Одно из самых лучших решений – это ибадату сир, тайное поклонение. Вот ты сидишь один и думаешь, как я могу тайно поклоняться моему Господу, чтобы никто об этом не знал? Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, лучшая молитва для человека, где, он сказал, в его доме, кроме обязательных, конечно, а навафиль дополнительный, лучше всего молиться дома. Почему? Он сказал, где его никто не видит. Никто его не видит, он молится дома, в своей или молельной комнате. Когда людей нет, никто не орет, стихают все шумы. Люди легли спать, выключили свет, наступила последняя часть ночи, и вот он совершает омовение, или проснувшись, когда он не выспался, встает в конце ночи и молится 2 раката Аллаху Джалля ва Аля. И все это тайна. Один человек сказал, я зашел к Суфьяну ат-Таури, одному из абидов. Я вошел в середину его дома, а Суфьян не знал, что кто-то к нему зашел. Если бы он знал, он бы это не делал. И рассказчик говорит, Суфьян смотрел вверх и плакал, читая слова Всевышнего Аллаха. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. И он говорит о себе, нет, о Господь, я уверен, что ты слышишь и знаешь наши секреты и тайные переговоры. И Аллах Азза ва Джаль знает наши секреты. Как ты можешь совершить тайное поклонение? Добровольно постись Аллаху Азза ва Джаль. Когда ты будешь ходить среди людей, не видно, что ты постишься. Когда ты сидишь дома, никто даже не почувствует, что ты постишься. Когда ты будешь молиться с джамаатом, никто не будет знать, что ты постишься. Поэтому пост лучшее из поклонения, потому что это секрет между рабом и его Господом. Тайное, о котором никто не ведает. Слышали ли вы хадис о людях, которых укроет Аллах в тени в судный день? То, что указывает на тайное поклонение среди этих 7 категорий людей, их искренность. Из признаков ихляса, когда человек дал садака, милостыню, настолько тайно, что его левая рука не знает, что сделала правая. Кто из нас думает о том, чтобы взять опекунство над сиротой, вдовой или бедняком, причем так, чтобы они об этом не знали, отсылать деньги бедняку, вдове, тайно, чтобы она его не знала и вообще, чтобы никто не знал? Кто из нас это делает? أعبد الله مخلصا له الدين. Дома, а не в мечети. Дома выделять время, чтобы открыть мусхаф, читать Коран, поднимать руки с дуа. Кто так делает у себя дома? Люди в мечети это делают, а дома это делают только искренние люди. Салифы, рахимахуллах, одни из них встал на намаз рядом со своим братом и плакал. Его глаза в слезах, и это не знал тот, кто стоял рядом с ним. Посмотри, насколько это тайна. Посмотри на искренность. Он спит со своей женой на одной подушке. Его глаза наполняются слезами, а жена этого не чувствует. Это айбада. Айбада – это не просто, когда человек перед всеми бодро молится, делает зикр, читает Коран. А если он куда-то уезжает, то ничего из этого не делает. Или если он сидит дома.
Один благочестивый человек что-то увидел и стал смеяться. Люди сказали: ты абид, о котором говорят люди, смеешься? Но айбаду надо делать ночью, в темноте, в одиночестве. Что ему теперь, перед тобой сидеть и плакать, показывать свой аскетизм? Поэтому, когда Умар видел людей, опускающих свои шеи, показывая богобоязненность, сказал: хушур, смирение, находится в сердце. Хушур не в том, что ты его изображаешь перед людьми, плачешь, сгинаешь шею и так далее. Поэтому так важно тайное поклонение. Похоже ли то, что ты делаешь в обществе, на то, что ты делаешь, когда ты один? То, что ты делаешь явно, похоже на то, что ты делаешь тайно в вещах, касающихся айбадата? Вот в чем вопрос. Здесь заключается назидание. Абу Бакр, халифа посланника Аллаха. Абу Бакр, повелитель правоверных. Абу Бакр, правитель. Абу Бакр, лучше всех поклоняющийся человек после пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Абу Бакр думал, как поклоняться своему Господу тайно. Была одна слепая вдова, слабая и несчастная, жившая в Медине, в старом доме, куда никто не ходил. И Абу Бакр дал обет своему Господу, и каждый день ходил к ней, готовил, убирал по дому, доил ее овец. Кто узнает, что это делает Абу Бакр? Это секрет между рабом и его Господом. Это то, что принесет пользу в судный день. Может быть, эти дела ведут тебя в рай. После явных дел человек может и не войти в рай, но эти дела искренние ради лика Аллаха, Джалля ва Аля. Посмотри на 7 категорий людей, которых в судный день Аллах укроет в тени. Один из них тот, кто сдает садаку. Кто второй? Человек, глаза которого переполняются слезами, когда он вспоминает Всевышнего, находясь в одиночестве. Одно из толкований слова «хали» — это когда он поминает Аллаха, и никто не видит. Поминает Аллаха всем сердцем, своим языком. Поэтому пророк ﷺ говорит: Аллах удивляется человеку. Что это за человек? Пророк, алейхиссаляту вассалям, продолжает: это тот человек, который проходил рядом с горой. С ним были его овцы, и наступает время намаза. Он читает азан, потом икаму, потом совершает молитву. Он дорожит азаном. Для кого он читает азан? Никого ведь нет. Ради награды. Он дорожит икамой и намазом, совершенным вовремя, со страхом. Аллах удивляется этому человеку. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. Все они пребывают в айбаде. Покаянию ведет айбада. Ас-сайхун в тафсире говорит, что это постящиеся. Пост, прославление Аллаха, зикр, руку', суджуд, в этом и состоит айбада. А если не так, то это не поклонение. Одна женщина вошла к Айше, да будет доволен ею Аллах, и увидела, что она молится, повторяет аят и плачет. Так пусть Аллах проявит к нам свою милость и защитит от адского наказания самому. Абу Ханифа, рахимахуллах, дорожил тайным поклонением. Что он делал? Он ждал ночи, когда наступала ночь, и люди расходились по своим домам. А до этого он, конечно, выходил из мечети и шел к себе домой. Когда же он знал, что люди разошлись по домам, выходил из своего дома. Это был алим и факих. Аллах поднял его для айбады. Это была тайна между ним и Аллахом. Когда люди расходились по домам, он шел в мечеть и, возможно, молился в ней до утренней молитвы. Это имам Абу Ханифа, рахимахуллах. Абиды, поклоняющие, богобоязненные люди, аскеты. Тайна между рабом и его Господом. Так стремись к тому, чтобы Аллах увеличил твой иман путем айбады, который называется тайной. Я прошу Аллаха, Джалля ва Аля, чтобы Он дал нам пользу от этих слов и утвердил наши сердца на повиновение Ему и даровал нам лучшую смерть.